Смотрите в программе. СВФУ приняло решение о порядке обучения в период продолжающейся пандемии. Учебный процесс в арктической школе в столице будет проходить полностью на иностранном языке. Между тем, Алданский медицинский колледж сделал шаг в сторону инклюзивного образования. Продолжаем эфир нашего телеканала новостями к этому часу. Региональные власти обеспечат безопасное проведение 1 сентября. По словам замруководителя оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Ольги Балабкиной, на сегодня больше всего вопросов вызывает обучение в вузах. Четкая позиция на этот счет пока есть только у Северо-Восточного федерального университета. В сентябре обучаться очно будут первокурсники, а студенты старших курсов заслушают лекции дистанционно. Ко мне уже буквально в субботу, в пятницу был ряд обращений от студентов. Некоторые из них говорят, готовят обращения для того, чтобы начать очное обучение. Давайте проявим немного терпения, посмотрим, как у нас пройдет сентябрь, а соответственно в сентябре отучимся дистанционно, для того, чтобы в последующем у нас не было достаточно больших вспышек заболеваний. Студенты, в отличие от детей, они уже все равно относятся к категории взрослых, и сложно сказать, что во всех случаях у них заболевание проходит бессимптомно. Уже есть определенного рода более серьезное течение заболеваний как таковое. Поэтому по рекомендации Роспотребнадзора Российской Федерации студентам, в отличие от детей, рекомендовано находиться в вузах в масках. ДТП с летальным исходом произошло в Ленском районе. Накануне вечером на 35-м километре дороги Ленск-Южная Нюя, трассы УМНАС, опрокинулся автомобиль Toyota Surf. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался до приезда скорой помощи. Пассажир серьезных травм не получил. С его слов, погибший во время движения смотрел на дорогу, приборы контролировал. Скорость движения была примерно 75 км в час, встречных машин не было. На 35-м километре почувствовал, что автомобиль заносит. После этого ударился головой о потолок и потерял сознание. В момент ДТП оба были пристегнуты ремнями безопасности. Все материалы переданы в следственные органы. Инспекторы Минэкологии региона провели обследование реки Эльга в Аймиконском районе. Работа началась после поступления информации о возможном загрязнении. Ранее наш телеканал сообщал, что в социальных сетях распространилось видео из упраздненного поселка Эльгинский, в котором автор видео предполагает, что река загрязнилась из-за промывки золота. Госинспекторы отобрали пробы из акватории реки и ее притоков. Уже в ходе досмотра было выявлено 2 нарушения. Возбуждены административные дела в отношении должностных и юридических лиц предприятий по добыче золота. Уже в эту пятницу, 28 августа, начинается прием заявок на получение статуса резидента арктической зоны. Претендовать на него смогут зарегистрированные на территории Арктики юрлица и индивидуальные предприниматели, планирующие реализовывать инвестиционный проект с капитальными вложениями не менее 1 миллиона рублей. Резидентов ждет нулевая ставка по федеральным налогам на прибыль на 10 лет, сниженные страховые взносы во внебюджетные фонды до 7,6%, также на 10 лет и другие. Перечень потенциальных резидентов арктической зоны формирует Корпорация развития республики и Министерство по развитию Арктики и делам народов Севера. На данный момент идет подготовка заявки от региона, которую направят к старту отбора. После недолгой остановки в цехе окончательной доводки Удачнинского ГОКа приступили к обработке алмазного сырья. Туда сырье поступает с месторождений алмазов Анабара. Эти кристаллы отличаются от других. В чем же особенность этой руды и сколько уже обработано за небольшой период, узнавали наши коллеги. Цех окончательной доводки Удачнинского ГОКа можно назвать одной из кладовой сокровищниц Алроса. Здесь всегда царит безмолвие, ведь процесс сортировки алмазного сырья довольно кропотливый, требующий большого внимания. Ведь определить вот в таком объеме алмазного сырья сопутствующие минералы и отделить их от алмазов довольно непростой труд.
Цветовая палитра, разнообразие форм и размеров отличает драгоценную руду Анабара от других алмазных месторождений. Леденцы или риски – так ласково между собой называют работницы ЦОД кристаллы Анабара. И все потому, что они имеют округлую форму, которые встречаются только здесь. На слуху вот розовые, желтые алмазы. Вот недавно добыли 236 карат коричневый. Форма алмазов октаэдры, ромбододекаэдры, двойники и сростки. Алмазы Анабара, они более окатанные, круглые. Природа создает сама красоту. Подобной цветовой гаммы не встретишь на другом алмазном месторождении. На трубке Удачная, карьере Зорница, Верхнемунском месторождении преобладают кристаллы бесцветные, с желтым оттенком или серые. Цветные тоже находят, но крайне редко. Формы кристаллов в основном классические октаэдры в форме куба, сростки кристаллы, образованные из нескольких мелких частиц, и двойнички – камень, образованный из двух одинаковых кристаллов. Очень часто в сырье алмазов Анабара встречаются крупные кристаллы. В июне из руды месторождения Белях извлечен камень более 236 карат ювелирного качества. Это самый крупный цветной алмаз в России. Возраст кристалла от 120 до 230 миллионов лет. На данный момент у нас трудится более 20 человек в цехе. Режим работы на данный момент пока 5-дневный, но с запуском обогатительной фабрики номер 12 мы перейдем в свой обычный 6-дневный режим работы. Как только фабрика запустится, нам начнут поступать концентраты, с ними мы будем работать. К концу августа в цехе окончательной доводки Удачнинского ГОКа обработают более 1,5 миллиона карат. Ирина Балкова, Дмитрий Храмкин, телеканал «Алмазный край». Старт отопительному сезону дан в Оленёкском районе Якутии. В минувшие выходные филиал ГУП ЖКХ подал тепло в социально значимые объекты и жилищный фонд. На 2 дня раньше, 20 августа, запустили в работу котельную в селе Жилинда. А 22 числа заработали котельные сел Харыялах и Оленёк. За лето предприятию удалось отремонтировать 8 объектов теплоснабжения и инженерные сети протяженностью более 34 километров. Напомню, что ранее, 8 августа, отопительный период начался в Алайховском районе. Сегодня в штатном режиме функционируют теплоснабжающие объекты Булунского, Анабарского, Нижнеколымского и Оленёкского районов. Международная арктическая школа распахнет свои двери для первых своих учеников 1 сентября. Учиться ребята будут в очном формате с соблюдением всех жестких требований Роспотребнадзора. Открытие уникальной школы ждали многие и давно. Ученики и педагогический состав прошли строжайший отбор для того, чтобы отвечать всем требованиям международного образования. В этом году порог школы переступят 185 детей. Это ученики 7, 8 и 10 классов со всей республики. Международная арктическая школа – это республиканская школа. Мы подчиняемся Министерству образования и науки и выполняем задачи, конечно, те, которые поставила перед нами республика. В стратегии социально-экономического развития арктической зоны, которую утвердил глава республики Асен Сергеевич Николаев, есть проект «Международная арктическая школа». И наша главная задача – это стать центром современного дистанционного образования, чтобы доступ к современному образованию имели не только учащиеся нашей школы, но и дети, независимо от того, где они проживают в нашей республике. Кроме того, в школах Якутска создают сеть классов предпрофессионального образования. Работы проведут в грядущем учебном году в рамках муниципального целевого проекта «Старшая школа. Сеть классов предпрофессионального образования». В него войдет 6 столичных школ. Они будут тесно сотрудничать с предприятиями, организациями, вузами. Информация о наборе в 10 классы размещена на сайтах учреждений, список которых опубликован на портале городского управления образования. Вступительные испытания пройдут в разные дни с 24 по 27 августа. Алданский медицинский колледж сделал шаг в сторону инклюзивного образования. В новом учебном году там будет более доступная среда для людей с ограничениями по здоровью. Первое новшество оценили наши корреспонденты, и слово Руслану Павлову. Театр начинается с вешалки, но Алданский медицинский колледж теперь начинается с кнопки вызова персонала для людей с ограниченными возможностями, которые хотят попасть в образовательное учреждение.
Тьюторская служба Алданского медицинского колледжа. Чем мы можем вам помочь? Здравствуйте, я хочу попасть в ваше образовательное учреждение. Сейчас выйдет специалист, который вам поможет это сделать. Спасибо. С самого входа понимаешь, что тебе здесь рады и окажут всяческое содействие. Все указатели снабжены шрифтом Брайля, находятся на доступном уровне для колясочников, а дорожки со специальным покрытием укажут точное направление. Это не просто дорожки, это специализированные указатели для людей с ограниченными возможностями. То есть даже просто идя по этим дорожкам, они могут четко понимать направление, куда они движутся, где какой-то поворот, где тупик, где куда-то можно зайти. Ну и в принципе, учитывая ту информацию, которую они считывают уже с тактильных табличек, они могут состыковать и понять, куда они пришли и зачем. Доступными стали и верхние этажи. Лифтов в здании не предусмотрено, поэтому для транспортировки по необходимости можно использовать специальный подъемник. При помощи вот такого гусеничного транспортера, причем российского производства, инвалиды-колясочники смогут подниматься на более высокие этажи. Новшества произведены по республиканской программе «Доступная среда». Несмотря на ограничения по коронавирусу, работы выполнены в срок, и в новый учебный год колледж войдет с расширенным спектром возможностей в области инклюзивного образования. Инклюзивное образование и вообще создание комфортных и равных условий для людей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, это сегодня норма жизни. Мы к этому пришли, и мы этому на самом деле очень рады. В любом колледже, не только в нашем, обучаются студенты с ограниченными возможностями здоровья. И, к сожалению, не все еще, люди из этой категории охвачены образованием. Вот это создано как раз все для того, чтобы люди могли получить образование и чувствовать себя равными среди равных. В медицинском колледже есть студенты с ограничениями по здоровью. Теперь, по мнению руководства образовательного учреждения, дорога к знаниям открыта всем, кто прежде не решался войти в Алданский медицинский альма-матер. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Алдан. Церемония открытия форума «Армия-2020» и армейских международных игр прошла в Подмосковье. Участие в ней приняли премьер-министр Михаил Мишустин и министр обороны Сергей Шойгу. Старт сразу двух этих мероприятий одновременно проходит впервые. Собрались делегации более чем из 90 стран мира. В рамках форума демонстрируются лучшие достижения военно-технической продукции, включая новейшие образцы оружия, военной техники и технологий. Ожидается, что в форуме примут участие представители 92 стран. Также в рамках мероприятия будет показано около 700 единиц современного вооружения и военной техники. Надеемся, греческим военным. И к этому часу вся информация. Увидимся в следующем.